Меня зовут Андрей Игоревич. Работаю в данной школе на 1 год. Так, начнем решать задание номер 26. За эти задания дается 2 балла. Так. Так, разберем задание номер 1. На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на 1 мм, перпендикулярно ее поверхности падает луч монохроматического света частотой 6,5 умножить на 10 в степени 14 Гц. Каков максимальный порядок дифракционного максимума, доступного для наблюдения? Ну, для начала запишем дано. В условии у нас дано количество штрихов. Записываем n равно 500 штрихов на 1 мм. Здесь запишу. На 1 мм. У нас еще дано частота. Частота не равно 6,5 умноженное на 10 в степени 14 Гц. Нас просят найти порядок, максимальный порядок дифракционного максимума. То есть найти К максимальное. Ну, где-то пишут К, где-то М, но я пишу К. То есть это порядок дифракционного максимума. Решение. Так. Решение. Запишем формулу дифракционного максимума. То есть это D, это у нас это у нас период решетки умноженный на синус φ, угол отклонения, равно К умноженное на лямбда. Нам нужно найти К. Из этой формулы выразим К. К равно D. Числитель пишем D синус φ, деленное на лямбду. Так, у нас неизвестно период решетки. Найдем сразу период решетки. Это D равно L, деленное на N. Вот у нас длина решетки, она составляет 1 мм. Так, выразим ее сразу в метрах. 10 минус 3 степени. Деленное на N, то есть количество штрихов. Количество у нас 500. Равно. Для того, чтобы посчитать, я здесь поменяю степень. Напишу 10 минус 6 степени. А здесь добавлю 10, 1000. То есть 1000 умножить на 10 минус 6 степени, это у нас есть 10 минус 3 степени. Деленное на 500. 1000 поделить на 500, это у нас 2. 2 умножить на 10 минус 6 степени. Это у нас в метрах. Дальше находим лямбда. Так, Так, уберу, чтобы было видно. Лямбду мы находим. У нас длина волны, это лямбда. Скорость и частота у нас, отношение их выглядит вот так. Длина волны равно скорость, деленная на частоту. Скорость у нас равняется скорости света. То есть 3 умножить на 10 в 8 степени метров в секунду. Делим это на частоту. Частота у нас равна 6,5 умножить на 10 в 14 Гц. Так, давайте пока что не будем считать, я это подставлю сюда, а потом все посчитаем. То есть то, что равно лямбда, то есть вот это,
мы поставим вот сюда. Мы получим формулу К равно d умноженное на синус φ умноженное, если мы поставим сюда, вот сюда c деленное на нее, частота у нас перейдет в числителе, а c останется в знаменателе. Здесь c, здесь ню. Вот. У нас просят найти максимальный порядок дифракционного максимума. Она определяется по максимальному отклонению. То есть при синус 90 градусов, это у нас как бы, она будет идти, так, это дифракционная решетка, да? Здесь у нас идет перпендикулярно, луч падает. То есть угол отклонения, ну здесь экран. Вот угол отклонения луча, это у нас φ. Если он будет 90 градусов, то это будет максимально. Если не более 90 градусов, тогда мы найдем максимальный порядок. Вот. Решаем задачу. У нас теперь все числа известны. Подставляем значения. Период у нас равен 2 умножить на 10 минус 6. Умножаем на синус 90 градусов. Это у нас единица. Можно написать. Частота у нас равна 6,5 умножить на 10 в 14 степени. Все это делим на скорость. Скорость света. 3 умножить на 10 в 8 степени. Так, здесь у нас, здесь видно, да? Ага. Здесь у нас посчитаем сначала степени. Минус 6 плюс 14, это у нас 8. 8 минус 8, у нас степени убираются. В числителе остается 2 умножить на 6,5, это у нас 13. 13 деленное на 3. Так, ну и делим. Так, я здесь у меня здесь, я так делаю 13, это у нас 12 и 1, 12 плюс 1. 12 деленное на 3, это у нас 4. Единица деленное на 3, это 0,333, и так далее. 3. Но мы должны еще округлить полученное значение до целого числа, причем в меньшую сторону еще. То есть у нас ответ будет 4. Так, все. Задача решена. Максимальный порядок у нас равен 4. Ответ К максимальное равен 4. Все, задача решена. Так, все, идем ко второй задаче. Так, вторая задача решается, формула точно та же. Мы используем формулу дифракционного максимума и находим длину. Длину волны. То есть мы уже находим лямбду. Так, если успеем, мы это решим в конце вебинара. Дальше мы перейдем к части 3. Это у нас квантовая физика. Так, стираем. Так, часть 3. За время 8 секунд детектор поглощает 18 умноженное на 10 степени фотонов, падающих на него монохроматического света. Поглощаемая мощность равна 9 умноженное на 10 в степени минус 14 Вт. Какова длина волны падающего света? Запишем дано. У нас дано время 8 секунд. Количество фотонов n 17 умножить на 10 в пятой степени. И мощность P равно 9 умноженное на 10 минус 14 Вт. Какова длина волны падающего света? L. Надо найти L, длину волны. Какой лямбда?
Для того, чтобы решить задачу, мы напишем формулу мощности. Чему равно P? P равно, да, энергия, отношение энергии ко времени. E деленное на T. Энергия фотона. Энергия фотона по Планку равна H умноженное на частоту. Мы знаем, у нас частоты нету. Так, так, частоты у нас, частоты у нас нету. Мы можем выразить ее из формулы. У нас есть, должны найти на лямбду. Мы знаем, что длина волны это отношение скорости к частоте. Отсюда выражаем частоту. Это скорость, деленная на лямбда. Поставляем вот сюда. У нас получается h умноженное на c, деленное на лямбда. Это энергия одного фотона. У нас их много, поэтому мы умножаем еще ее на количество фотонов. Все, полученное выражение мы поставляем в первую формулу. HC, h умноженное на c, умноженное на количество, разделить на лямбда, умноженное на t. H у нас это постоянная планка. H равно 6,6 умноженное на 10 минус 34 джоуль в секунду. Джоуль на секунду. Так, джоуль умноженное на секунду. Так, c у нас равна скорости света. Так, h у нас известно, скорость известна, количество известно. Отсюда мы выражаем длину. Длина равно постоянная планка умноженная на скорость умноженная на количество. Делим. В знаменатель пишем P. Мощность умноженная на время. Вот по этой формуле мы решаем и задачу. Вот у нас вышла рабочая формула. Все значения величин нам известны. Осталось просто поставить числа. Так. Лямбда, длина волны равна. В числителе пишем 6,6 умноженное на 10 минус 34 степени. Умножаем на 3 умноженное на 10 в 8 степени. Скорость света. Умножаем на количество фотонов. 18 умноженное на 10 в 5 степени. Да, в 5 степени. Делим. В знаменателе пишем мощность, чему равна 9 умноженное на 10 минус 14 степени. Умножаем это на время 8. Так, сначала найдем числа со степенью. Здесь я напишу 10 в степени какой-то. Так, 8 плюс 5 у нас 13. 13. Минус 34 плюс 13 минус 21. Минус 21 минус 14 у нас будет минус 7. Так. Дальше мы можем что сделать? Сократить. 18,9. Сокращаем еще. 2 считать. Здесь вместо восьмерки пишем 4. Давайте попробуем решить. 6,6 умноженное на 3 это у нас 6, 18, 19, 19,6, да? 19,6 поделить на 19,8 делим на 4. Я здесь посчитаю. Калькулятор посчитаю. 19,8 делим на 4. Получается 4,95. 4,95 умноженное на 10 на 7 метра. Ответ выразим в нанометрах. Там его нет. Но обычно при решении задач длина волны указывается в нанометрах. Это у нас будет 4,95 умножить на 10. Здесь запятую беру. Пусть будет 495
умножить на 10 в степени минус 9 метра. А 10 минус 9 степени это у нас есть нано. Да? 495 нанометров. Ответ. Лямбда равно 495 нанометров. Все, задача решена. Часть 4. Это задание всего 26. Так, часть 4. Может попасть вот такая задача. Считаем. На рисунке показан график в зависимости силы тока от времени. Этим током заряжается конденсатор емкостью 1 пикофарад. Какая энергия будет запасена в конденсаторе, когда его зарядка закончится? Ответ выразите в миллиджоулях. Округлите до целого числа. У нас в условии задания дан только емкость. C равно 1 пикофарад. Нужно найти энергию. W. Так. Так, энергия. Так, у нас равняется заряд умноженный на разность потенциала, деленное на 2. Если не ошибаюсь. Да. Так. У нас мы можем здесь найти заряд из графика. У нас график в зависимости силы тока от времени. У нас вот получилась фигура в виде трапеции. Если мы найдем площадь этой фигуры, то мы найдем количество заряда. То есть Q равно, я здесь напишу отдельно, Q равно площади трапеции. Площадь трапеции находится как сумма оснований, деленная на 2, умноженная на высоту. Так, находим. Сразу найдем количество заряда, чтобы здесь не подставлять. Формула получится Громовским. Так, равно основание. У нас верхнее основание равно 2 микросекунд. Так, микро у нас это 10 минус 6. Плюс нижнее основание у нас 24, 8 умножить 10 минус 6 микросекунд. Делим это на 2, умножаем на высоту. Высота у нас сила тока. Сила тока у нас равна 20 миллиампер. 20, 10 минус 3 милли. Решаем. У нас здесь будет, здесь у нас 10. 10 деленное на 20 это 5. 5 умножаем на 20 будет 100. 100 умножено на 10. При умножении степень у нас складывается. То есть у нас здесь минус 6 степени. Умножаем на минус 3 степени. У нас будет минус 9 степени кулонов. Напишем еще попроще. У нас будет 10 минус 7 кулонов. Так. Это у нас значение заряда. У нас есть еще здесь разность потенциала. Разность потенциала мы находим по формуле. Так. Так, разность потенциала. Так. Ну, я здесь напишу формулу. Так, формулу электроемкости. С равно. Так, что там было? Заряд, деленный на U. Ну, то есть разность потенциала. Отсюда мы выражаем разность потенциала. U равен Q, деленное на C. Полученное выражение мы
ставим вместо разных потенциалов, у нас получается Q в квадрате, деленное на 2, умноженное на c. Вот у нас, да, Q заряд есть, емкость есть. Все, вот у нас рабочая формула. Теперь мы подставляем вот сюда значение. То есть у нас энергия равно Q в квадрате 10 в минус 7 степени, в квадрате будет минус 14 степени. Делим знаменатель, пишем 2, умноженное на c1. Ну, 1 не будем писать. Пика это у нас 10 минус 12 степени. Для того, чтобы это посчитать, я здесь в числителе напишу 10 умноженное на 10 минус 15 степени. Знаменатель я ставлю, напишу 2 умноженное на 10 минус 12 степени. Так я ставлю. Если 2, у нас будет 10 деленное на 2, у нас будет 5. 5 умноженное на 10 минус 3 степени джоуля. По условию нам сказали выразить в миллиджоулях. Как раз 10 минус 3 степени это у нас есть милли. 5 миллиджоулей. Ответ. Энергия конденсатора равно 5 миллиджоулей. Все, задача решена. Открываем. Ой, шнистер. Задание, часть 5. Задание номер 26, часть 5. Это у нас на электродинамику. Может такая задача попасться детям. В электрической цепи схема, которая изображена на рисунке, источник имеет ЭДС 9 вольт. 9 вольтов. И внутреннее сопротивление 1 Ом. Сопротивление резисторов равны R1 2 Ом, R2 3 Ом, R3 6 Ом. Найдите силу тока И2, который течет через резистор R2. Запишем, что у нас дано. У нас дано ЭДС. ЭДС равно 9 вольт. Внутреннее сопротивление это внутри источника 1 Ом. Я так подчеркну Ом. R1 равен 2 Ом. R3 3 Ом. Я Ом так подчеркиваю, потому что чтобы потом не запутаться. Ну, бывает... Ой, это не... R2. Бывает даже иногда я путаюсь, когда решаешь задачу быстро, во время. Ой, все, R3, 6 Ом. 6 Ом. Подчеркиваю, чтобы потом не запутаться. Найдите силу тока И2, которая протекает через резистор R2. Решение. Так. Я перерисую схему, так, чтобы было удобнее. Здесь у меня здесь последовательно соединено и параллельные соединения. Здесь я нарисую источник тока. Так. Вот так, чтобы было попроще и понятнее. Я всегда так перерисовываю. Вот такой вот такая схема мне, не очень удобна. Можно запутаться, где-то ошибиться. А так, в таком виде мы точно знаем, где последовательно, где параллельное подключение. R2, R3. Воспользуемся законом Ома для полной цепи. Напишем И равно. Здесь у нас главное напряжение у нас ЭДС. Делим на сопротивление. R общее цепи. Плюс еще не забываем внутреннее сопротивление, которое находится внутри источника тока. Мы должны найти И2. Допишем вот здесь силу тока, как находим. Сила тока при последовательном подключении, она везде равна. То есть сила тока общая равно И
1 равно. Вот здесь у нас уже параллельное подключение. Для того, чтобы найти здесь силу тока, мы должны найти их сумму. То есть И2 плюс И3. Вот мы должны найти И2. Здесь мы найдем R общее. В участках R общее у нас равно. При последовательном соединении у нас это сумма, то есть R1 плюс, а R2 и R3, они подключены параллельно. То есть мы можем найти их обратное сопротивление. Я напишу R23. То есть R23 это только вот эта вот часть, только параллельное подключение. Равно единица, деленная на R2, плюс единица, деленная на R3. Найдем общий знаменатель R2 умножить на R3. В числителе будет R3 плюс R2. Это у нас будет... мы должны еще перевернуть, поменять местами числители и знаменатели. R23 равно R2, R3. Так, мешается, да? Ага. Беру R2, R3, деленное на R2 плюс R3. Вот здесь мы пишем R2 умножить на R3, деленное на R2 плюс R3. Так, давайте сразу найдем, чему равно R общее. Мы сейчас это подставим вот сюда, а потом преобразуем. Ну, это очень долго. Ну, будет опять громоздко. R1 у нас равно 2. 2 плюс 3 умноженное на 6. И 3 плюс 6. Здесь у нас 3 умноженное на 6, это у нас 18. Здесь 9, 2. 18 деленное на 9 это 2. 2 плюс 2, 4 Ома. То есть общее сопротивление, вот здесь мы напишем 4 Ома. Так, я тут беру. Нет, пусть это останется. Так, можно брать вот это. Он уже нам не понадобится. Мы тоже записали, нашли. Мы должны найти чему равно И3 отсюда, чтобы потом выразить И2 и найти чему равно И2. И2 и 3 при параллельном подключении у нас одинаковое напряжение. То есть У2 равно У3. Используем закон Ома для участка цепи и напишем отдельно. То есть У2 равно И2 умножить на R2. И что У3, здесь напишу, И3 умножить на R3. Вот. При равнянии, так как У2 и У3, они одинаковые. То есть И2 умножить на R2 равно И3 умножить на R3. Отсюда мы найдем, чему равно И3. И3 равно, в числителе пишем И2 умножить на R2, деленное на R3. Вот. Это И3 мы поставляем вот сюда. Так, в принципе, я тут беру. Он нам уже больше не понадобится. То есть у нас здесь будет как? И равно, где можно написать, И2 плюс числитель И2 R2 деленный на R3. Видно плохо, видно, да? Отсюда мы, вот с правой части мы выразим И2. То есть И равно И2, открывается скобка, единица плюс R2, беру. Так, может заново записать, не так понятно. Здесь у меня было И равно И2 плюс числитель И2 плюс R2 умножить на R2, деленное на R3. Вот такое у нас было выражение. Отсюда мы выносим И2 за скобку. Единица плюс R2, деленное на R3,
Вот и все. И у нас равно вот этому. То есть теперь я уже пишу. Так. Я здесь напишу где-то, что R общее равно 4 Ома. Так. Записываем, что I2. Ну, I2 равно вот этой части. То есть я сразу напишу, что рабочую же формулу напишу, что здесь EDS, деленное на R общее, плюс R внутреннее сопротивление, и деленное на то, что, то, что в скобке. Единица плюс R2 деленное на R3. То есть вот это вот единица плюс R2 деленное на R3 было вот здесь. Мы его перенесли отсюда сюда. Все, у нас получилась рабочая формула. EDS известен, R общее известно, R внутреннее сопротивление тоже известно, R2, R3, у нас это все известно. Поставляем. У нас EDS 9. R общее 4 плюс внутреннее сопротивление единица. Единица плюс R2 у нас 3 деленное на 6. 3 деленное на 6 это у нас 0,5. Здесь у меня будет получаться 1,5. Здесь напишу. Дальше 9 деленное на... так. Так, воспользуюсь калькулятором. 5 умноженное на 1,5. Ой. 7,5. Так, 9 деленное на 7,5 это у нас 1/2. 1/2 должны ампер. Все, ответ 1,2 ампер.